Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Наступивший 2023 год в стране объявлен годом педагога и наставника, а в республике наступил год труда. Какие задачи ставятся перед правительством республики и каковы направления социально-экономического развития региона, мы поговорим с гостем студии Сергеем Местниковым, заместителем председателя правительства республики. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Год уже начался с крупных мероприятий, прошел педагогический форум. Только что завершилось январское совещание работников образования. Какие задачи будут решаться в этом году по тем направлениям, которые вы курируете? Да, действительно, мы буквально недавно открыли год педагога и наставника в нашей республике, который был объявлен президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным по всей России. И мы начали готовиться к этому мероприятию еще с прошлого года. Сформирован план мероприятий, который включает интересные очень проекты, направления, которые направлены на, прежде всего, повышение престижа профессии учителя. Ну, как вы знаете, в нашей республике серьезное внимание уделяется сфере образования. Традиционно это вопросы главы нашей республики, и правительство уделяет большое внимание. И ежегодно строятся и вводятся в эксплуатацию школы, и детские сады, и не только в городских поселениях, но и в сельских населенных пунктах. Эта работа сейчас и продолжается. К примеру, ежегодно мы из федерального бюджета по направлению нацпроект образования получаем достаточно большой объем финансирования. Если сравнить это с трехлетним бюджетом, то 3 года назад мы получали там порядка 2 миллиардов рублей, а уже сегодня, по итогам 2022 года, мы получили это на реализацию национального проекта образования около 6 миллиардов рублей. Какие направления нацпроекта образования? Это строительство наших школ, детских садов, и притом не только в городах, но и в сельских населенных пунктах. Сейчас, проезжая по тем или иным населенным пунктам, мы наблюдаем, какие хорошие объекты появились во многих сельских населенных пунктах. При этом эти сельские школы, они по качеству и по оснащенности оборудованием, мебелью, они ничуть не уступают городским школам. То есть на местах создаются хорошие реальные условия для обучения детей. Второе – это, конечно, повышение качества образования, которое глава республики ставит перед правительством республики, перед Министерством образования, о необходимости создания такой системы, в которой бы дети учились и получали достойное образование, которое им позволяет дальше развивать и расти. Этому вопросу уделяют серьезное внимание. Подготовлен комплексный документ, который направлен на повышение качества образования. И мы результаты уже наблюдаем по итогам прошлого года. По итогам сдачи единых государственных экзаменов у нас растет количество 100-бальников по тем или иным предметам. Ну и наши школы, они входят в рейтинг лучших школ в целом всей страны. Что касается наступившего 2023 года, то в сфере образования, как я уже сказал, это прежде всего повышение престижа профессии учителя. Мы этому вопросу будем уделять серьезное внимание. Мы считаем, что авторитет и уважение к учителю в обществе должен постоянно расти. И для этого нужно прилагать максимально большие усилия, как со стороны органов государственной власти, как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны самих образовательных учреждений. Что это означает, прежде всего? Это и материальная, и социальная гарантия учителям, то есть достойная заработная плата. Это и повышение их компетентности, мастерства, участие в семинарах. Это и реализация творческого потенциала самих учителей. Вы знаете, что в нашей республике очень много идет грантовой поддержки от главы республики на реализацию тех или иных творческих проектов. И мы призываем учителям участвовать в таких проектах своей идеей, инициативой и получать соответствующее финансирование на их же на эти же творческие проекты. Мы будем поддерживать эти направления. Ну и, конечно, мы для себя отметили, что вместе с депутатами парламента нашей республики, Государственного собрания проанализируем действующее законодательство с точки зрения гарантий, гарантий учителей,
И нам потребуется обновление законодательства республики об учителях с точки зрения материального стимулирования, социальных гарантий, отдыха, проезда, заработной платы и других направлений. Мы в течение этого года этим вопросом серьезно займемся. А какие крупные мероприятия спортивно-культурного характера ожидают якутян в этом году? Ну, что касается мероприятий спортивного характера, то наша республика всегда этим отличалась от многих других регионов Российской Федерации. Достаточно назвать наши крупные республиканские спортивные игры. Это спартакиада народов республики, которая проходит раз в 4 года по олимпийским видам спорта. В прошлом году у нас спартакиада прошла в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса, в которых приняли участие около 2000 спортсменов со всех уголков нашей республики. Участие гостей и организаторов на всем этом мероприятии превысило 15 тысяч человек. И такие спортивные крупные мероприятия, они здорово стимулируют население, жителей к занятию физкультурой и спортом. Это как подготовка к спартакиаде, вернее, как подготовка к олимпиаде, которых задолго до начала начинают спортсмены готовиться систематически. И также у нас такое хорошее спартакиада, мероприятие, как спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары. Тоже раз в 4 года, и она проходит по нашим национальным видам спорта. И такие вот мероприятия, они стимулируют здоровую молодежь, детей к занятию физкультурой и спортом. Что касается прошлого года, то у нас основной индикатор, который установлен со стороны Минспорта России, это увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом до 50%. Мы этот предел достигли, то есть сегодня можно говорить о том, что каждый второй житель республики увлекается тем или иным видом спорта, занимается спортом, физкультурой, ходьбой, бегом, плаванием и так далее. И мы намерены эту долю увеличивать. Для этого необходимо, конечно, и строительство спортивных объектов, опять же, не только в городских поселениях, но и в сельских населенных пунктах. Для этого существует национальный проект «Демография», в рамках которого строятся также спортивные объекты. Сейчас, если побывать также во многих наших муниципальных районах, можно обнаружить, увидеть достаточно качественные и крупные спортивные комплексы. Вот в Мегино-Кангаласском районе Нижнем Бестяхе введен крупный бассейн с многофункциональным спортивным комплексом. В Горном районе действует спортивный комплекс. В Амгинском улусе, в Среднеколымском улусе был построен. Сейчас завершается в Усть-Алданском улусе многофункциональный спортивный комплекс. И эти все объекты позволяют повышать мастерство и все больше и больше жителей увлекать в мир спорта. На 2023 год, конечно же, это проведение также других спортивных мероприятий, таких как спартакиада народов Севера. Мы запланировали в этом году в Венебедантайском улусе, сейчас идет подготовительная работа. Ну и также запланируется в текущем году проведение спартакиады по адаптивным видам спорта. Сейчас подготовка к этому мероприятию идет достаточно на хорошем уровне. И в Амгинском улусе мы будем этим летом организовывать данную спартакиаду. Наша цель в этом направлении – это массовость. Обеспечить массовость. Все больше и больше детей и молодежи должны заниматься теми или иными видами спорта. Чем раньше начинаешь заниматься спортом, тем лучше и для себя, и для организма, для здоровья, ну и для, конечно, повышения своего мастерства. Поэтому в каждом населенном пункте, в каждом муниципальном образовании должны быть созданы условия для занятия физкультурой и спортом. А каковы планы по поддержке средств массовой информации? Ну, в нашей республике достаточно широкая сеть средств массовой информации и в сфере телевидения. Ваше телевидение имеет отдельно 3 канала, которые вещают круглосуточно и на русском, и на якутском языках. У нас достаточно хорошая сеть печатной продукции. У нас практически в каждом улусе издается свое
Салай улусная газета. У нас и интернет-средства массовой информации достаточно хорошо работают. И, конечно же, со стороны правительства республики уделяется большое внимание и поддержка. С этого года, 2023 года, по решению главы республики будет повышена заработная плата работников улусных редакций газеты, улучшается материально-техническая база улусных редакций газеты. У нас в республике действует типография наша, которая выпускает все наши газеты, журналы. И для того, чтобы улучшить качество выпускаемой продукции, и для того, чтобы сделать продукцию нашей типографии конкурентоспособной, мы уже второй год вкладываем средства на обновление станков, оборудования этой типографии. И уже видим, что себестоимость продукции газет, журналов снижается и качество улучшается. И, соответственно, заказов со стороны и частных лиц у этой типографии становится все больше и больше. Ну а что касается телевидения, НВК Саха, у одного из каналов, которого сегодня исполняется 5 лет, то очень хорошие проекты в нашем телевидении. Мы знаем, что НВК Саха является лидером по просмотрам среди региональных телевидений, в целом по всей России. И в наших муниципальных районах с утра до вечера ваши каналы всегда открыты и доступны. Конечно же, это большая работа всего коллектива НВК Саха. Те проекты творческие, которые вы показываете, они очень интересны жителям, населению нашей республики. И мы дальше будем поддерживать ваши проекты, ваши инициативы, в том числе по обновлению вашей материальной технической базы и по реализации ваших творческих проектов. Спасибо. Сергей Васильевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Об актуальных вопросах социально-экономического развития региона мы поговорили с Сергеем Местниковым, заместителем председателя правительства республики. Оставайтесь на нашем телеканале.